Здравствуйте, ребята! Тема 4-го урока – атмосферное давление. Сегодня на уроке мы рассмотрим причины, создающие атмосферное давление, выясним влияние земной атмосферы на живые организмы и изучим приборы для измерения атмосферного давления. Но перед этим давайте повторим материал прошлого урока. Почитайте и подумайте над данными вопросами. Первое. Как звучит закон Паскаля? Второе. Что такое сообщающиеся сосуды? Закон Паскаля звучит так. Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям. Сосуды, соединенные между собой ниже уровня жидкости, называются сообщающимися. В чем особенность сообщающихся сосудов? На какую глубину опускаются искатели жемчужин? Основной особенностью сообщающихся сосудов является то, что в сосудах любой формы и ширины однородная жидкость всегда устанавливается на одном уровне. Искатели жемчужин опускаются на глубину до 30 метров. На какую рекордную глубину погружается человек без специального оборудования? Человек без специального оборудования максимально опускался на 105 метров. Для начала давайте повторим, что же такое атмосфера. Атмосфера – это воздушная оболочка, окружающая Землю. Она простирается на высоту несколько тысяч километров от поверхности. Поверхность Земли – дно воздушного океана. Поверхность и все тела на ней испытывают давление всей толщи воздуха. Это давление и называется атмосферным. Как же было открыто атмосферное давление? Впервые весомостью воздуха заинтересовались люди, когда не удалось затее герцога Тосканского украсить сады Флоренции фонтанами. Вода не поднималась выше 10,3 метра. И появилось подтверждение существования атмосферного давления. Существованию атмосферного давления могут быть объяснены многие явления, с которыми мы встречаемся в жизни. Теперь рассмотрим некоторые из них. На рисунке изображена стеклянная трубка, внутри которой находится поршень, плотно прилегающий к стенкам. Конец трубки опущен в воду. Если поднимать поршень, то за ним будет подниматься и вода. Происходит это потому, что при подъеме поршня между ним и водой образуется безвоздушное пространство. В это пространство под давлением наружного воздуха и поднимается вслед за поршнем вода. Вследствие притяжения Земли и недостаточной скорости молекул воздуха они не могут покинуть околоземное пространство. Однако они не попадают на поверхность Земли, а парят над ней, так как находятся в непрерывном тепловом движении. В 1654 году Отто Герики в городе Магдебурге, чтобы доказать существование атмосферного давления, произвел такой опыт. Он выкачал воздух из плоскости между двумя металлическими полушариями, сложенными вместе. Давление атмосферы так сильно прижало полушария друг к другу, что их не могли разорвать 8
пар лошадей. То есть давление в атмосфере действует по такому же принципу, что и в воде. То есть вес воздуха, находящегося в верхних слоях, давит на нижние слои. Это называется атмосферным давлением. Чем ближе к поверхности Земли вы находитесь, тем выше атмосферное давление. Весовое давление газа вызвано действием на его слои силы тяжести. Поиски причин упрямства воды и опыты с более тяжелой жидкостью ртутью были применены им в 1643 году. Впервые атмосферное давление он как раз и измерил. Он взял стеклянную трубку высотой 1 метр. В нее налил ртуть полностью. Затем перевернул данную трубку с ртутью в чашу. И часть ртути, естественно, вытекла в чашу. Оставшаяся ртуть осталась в столбе жидкости. И померив высоту данного столба, мы получили значение 760 миллиметров. И отсюда у нас тоже появился прибор, который также с помощью ртути может измерять атмосферное давление. Ученый предположил, что высота столба жидкости уравновешивается давлением воздуха. Зная высоту столба и плотной жидкости, мы с вами можем очень легко посчитать величину давления атмосферы. Появилась новая единица измерения для давления. Она считается внесистемной. Это миллиметры ртутного столба. 1 миллиметр ртутного столба равен 133,3 паскаля. Какой же сделал вывод Торричелли? Он заметил, что высота столба ртути в трубке меняется, и эти изменения атмосферного давления как-то связаны с погодой. То есть, если прикрепить к трубке с ртутью вертикальную шкалу, то получится простейший ртутный барометр. Прибор для измерения атмосферного давления. Итак, существует несколько единиц для измерения атмосферного давления. Это паскали и миллиметр ртутного столба. Как же мы посчитаем, чем он будет равен 1 мм ртутного столба в паскалях? Подставляем в нашу формулу P равно ρGH. Плотность ртути 13600 кг на метр кубический. G 9,8 ньютона на килограмм. Ну и высота в метрах, это будет 1/1000 метра. То есть 1 мм ртутного столба равен 133,3 паскаля. Кроме этого, мы можем полностью посчитать наше нормальное давление, как это сделал Торричелли. Высота столба 760 мм ртутного столба. Примерно это будет равно 101 300 паскалей, либо 1013 гектопаскалей. Нормальное атмосферное давление равно давлению столба ртути высотой 760 мм при 0 градусов и на уровне нуля. То есть нормальное атмосферное давление в паскалях при 0 градусах на уровне моря 101 300 паскалей, либо 1013 гектопаскалей. То есть в зависимости от того, какая на улице температура или где вы находитесь, может меняться атмосферное давление. К примеру, наш с вами город находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Здесь атмосферное нормальное давление будет считаться 690 примерно миллиметров ртутного столба. Если, к примеру, мы возьмем город Москва, он у нас с вами находится на уровне примерно 100 метров над уровнем моря. Там нормальным атмосферным давлением будет считаться 750 миллиметров ртутного столба. К примеру, на высоте в 2000 или 3000 километров 99% массы атмосферы, так как основная часть сосредоточена на высоте 30 километров.
воздух, как и другие газы, очень хорошо сжимается. Поэтому нижние слои атмосферы в результате давления на них верхних слоев имеют очень большую плотность воздуха. С высотой давление и плотность воздуха уменьшаются. На небольших высотах каждые 12 метров подъема уменьшается атмосферное давление примерно на 1 миллиметр ртутного столба. На больших высотах эта закономерность нарушается, так как высота воздушного столба, оказывающего давление при подъеме, также уменьшается. Кроме того, в верхних слоях атмосферы воздух менее плотен, то есть он разряженный. Как переносит человек различную высоту над уровнем моря? К примеру, высота более 8 километров. Это высота горы Джомолунгма. Смертельная зона. Человек может находиться на этой высоте без дыхательного аппарата только короткое время, то есть примерно 3 минуты. На высоте 16 километров 9 секунд, после чего наступает смерть. То есть на более низких высотах будет немножко другое явление. К примеру, на высоте 6-8 километров критическая зона. Серьезные функциональные расстройства жизнедеятельности организма. 4-5 километров – это, к примеру, Эльбрус или Ключевская сопка. Зона неполной компенсации ухудшения общего самочувствия. 2-4 километра. Зона полной компенсации – некоторые нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы, органов чувств и других, которые благодаря мобилизации резервных сил организм быстро исчезает. Ну и, к примеру, на высоте 1,5-2 километра, это высота горы Ай-Петри, безопасная и дифферентная зона, в которой не наблюдается никаких существенных изменений физиологических функций человека. Поэтому, когда люди начинают взбираться на горы высотой более 2 километров, они запасаются с собой дополнительно баллонами с сжиженным воздухом. Существует два прибора для измерения атмосферного давления. Оба называются барометр. Единственное, в первом случае он у нас с вами называется жидкостный барометр. Давление измеряется с помощью высоты столба ртути в трубке, запаянной сверху, в нижнем конце опущено в сосуд с жидкостью. То есть такой миниатюрный, компактный прибор, которым пользовался Торричелли. Ртутные барометры наиболее точны и используются на метеостанциях. В быту обычно используют механические барометры анероиды. Почему его называют анероид? Потому что в нем нет жидкости, то есть это полностью механический барометр. Очень интересная информация. Как же мы с вами можем дышать? Мы с вами можем дышать за счет мышечного усилия, увеличивая объем грудной клетки. При этом давление воздуха внутри легких уменьшается. Далее атмосферное давление выталкивает в легкие порции воздуха. При выдыхании происходит обратное явление. Как мы с вами можем пить? Втягивая ртом жидкость, вызывает расширение грудной клетки и разряжение воздуха как в легких, так и во рту. Повышенное по сравнению с внутренним наружное атмосферное давление вгоняет туда через жидкости. Так организм человека может использовать атмосферное давление. Кроме этого, атмосферное давление можно наблюдать в живой природе. К примеру, мухи и древесные лягушки могут держаться на оконном стекле благодаря крошечным присоскам, в которых создается разряжение, и атмосферное давление удерживает присоску в стекле. Рыбы-прилипалы имеют присасывающуюся поверхность, состоящую из ряда складок, образующих глубокие карманы. При попытке оторвать присоску от поверхности, к которой она прилипла, глубина карманов увеличивается.
Давление в них уменьшается, и тогда внешнее давление еще сильнее прижимает присоску. Слоны используют атмосферное давление всякий раз, когда хотят пить. Шея у него очень короткая, и он не может наклонить свою голову в воду. И опускает только хобот и втягивает воздух. Под действием атмосферного давления хобот наполняется водой, и тогда слон изгибает его и выливает воду в рот. Засасывающее действие болота объясняется тем, что при поднятии ноги под ней образуется разряженное пространство. Перевес атмосферного давления в этом случае может достигать 1000 ньютонов на площадь ноги взрослого человека. Однако копыта парнокопытных животных при вытаскивании из трясины пропускают воздух через свой разрез в образовавшемся разряженном пространстве. Давление сверху и снизу копыта выравнивается, и нога без проблем вынимается из болота. А теперь закрепим материал нашего урока. Почитайте и ответьте на данные вопросы. Как объясняется сохранение воздушной оболочки Земли? Притяжение планеты и движущиеся молекулы газов, составляющих атмосферу. Может ли молекула покинуть Землю как космический корабль? Может, если будет иметь очень большую скорость, точно такую же, как ракета-носитель. Как объяснить парение молекул воздушной оболочки в пространство около Земли? Молекулы беспорядочно двигаются, на них действуют силы тяжести. Измерения показывают уменьшение плотности воздуха с высоты 5,5 километров в 2 раза, 11 километров в 4 раза и так далее. То есть отсутствуют четкие границы атмосферы. Почему нельзя рассчитать давление воздуха так же, как рассчитывают давление жидкости на дно сосуда или стенки сосуда? Плотность воздуха уменьшается вместе с высотой. Различие в плотности атмосферного давления не дает возможности определять давление в газе, как и в жидкости. Что означает запись «атмосферное давление равно 780 мм ртутного столба»? Это означает, что воздух производит такое же давление, какое производит вертикальный столб ртути 780 мм. Как устроен ртутный барометр? Если к трубке с ртутью прикрепить вертикальную шкалу, то получится ртутный барометр. Он будет служить для измерения атмосферного давления. И последний вопрос. Скольким гектопаскалям равно давление ртутного столба высотой 760 мм? — 760 мм ртутного столба равны 1013 гектопаскалей. А теперь оцените свою работу на уроке. Если вы поняли весь материал урока, очень хорошо, и вам было интересно, поставьте этот смайлик. Если вы поняли материал урока, но вам не всегда было интересно, можете поставить себе этот смайлик. Если вы поняли не все, но вам было интересно, поставьте себе этот смайлик. Ну и если, к сожалению, вы ничего не поняли,
и вам было скучно, вы можете поставить себе этот смайлик. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!